Парламентарии Коми приступили к рассмотрению госпрограмм в рамках формирования бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Первая из них посвящена управлению государственным имуществом. Сегодня важно понимать, насколько эффективно работают предприятия и хозяйственные общества региона. Ксения Лосева продолжит. Повысить эффективность деятельности государственных предприятий и хозяйственных обществ, увеличить доходы от использования государственного имущества и вовлечь его в экономический оборот региона. Общий объем финансирования госпрограммы на следующий год почти 240 миллионов рублей. Основная задача этой программы – это учет республиканского имущества и муниципального имущества и грамотное экономическое использование данного имущества, потому что на сегодняшний момент есть достаточно много имущества, которое надо приватизировать, с которым нужно работать, ремонтировать и отдавать или в частные руки, или более грамотно использовать в республиканском формате. Так, агрокомплекс «Инта-Приполярная» в планах полностью перевести на работу с производством оленины. Все потому, что заготовка кормов для коров – это огромные финансовые затраты. Себестоимость молока выше рыночной цены более чем в 2 раза. Кроме того, в Инте 15 лет не разрабатывали земли, где можно было бы выращивать корм для крупного рогатого скота. Есть решение и по Коми-Автотрансу. До конца года предприятие перейдет в муниципальную собственность. В будущем году продолжится работа по кадастровой оценке. В этом году она охватила более 300 тысяч земельных участков в регионе. В 2023-м запланировано провести ее для всех объектов недвижимости имущества Коми. Их в республике более 600 тысяч. Особое внимание и участие в нацпроектах. Один из них – поддержка малого и среднего предпринимательства. Меры помощи особо актуальны в условиях санкционного давления. Мы принимаем меры поддержки, и комитет, в свою очередь, также принял одну из мер поддержки. Мы предоставляем земельные участки за 1 рубль в аренду предприятиям, которые готовы будут использовать эти земельные участки как раз для производства товаров, подпавших под санкции. Бюджет региона на следующий год формируется в непростое время. Несмотря на это, в приоритете все так же обеспечение его устойчивости и сбалансированности. Главный финансовый документ региона социально ориентирован и не предусматривает каких-либо сокращений. Наоборот, практически по всем важным направлениям финансирование планируется увеличить. Это касается прежде всего социального обеспечения и здравоохранения. Мы при рассмотрении бюджета понимаем, что надо увеличить расходную часть, поскольку это инвестиции в экономику. Безусловно, нужно сохранить льготы для бизнеса, потому что мы понимаем, что это оживит экономический оборот, и, безусловно, за этим должно последовать поступление налогов в бюджет, в его доходную часть. Впереди обсуждение еще 16 государственных программ. В этом году парламентарии Коми рассмотрят бюджет в 2 чтениях. Такой подход позволит учесть все нюансы и детально изучить проект главного финансового документа вместе с экспертами и общественностью. В первом чтении особое внимание уделят основным характеристикам. Во втором проект рассмотрят уже в целом с учетом представленных поправок. Бюджет должен быть принят не позднее 10 декабря. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юркан.